В эфире новости спорта. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл Уфу в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе ВЭП-арена и завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на второй компенсированной минуте забил славянский защитник армейцев Якоб Биол. Клубы встретились между собой в 13-й раз. Теперь на счету московской команды 8 побед, остальные 5 матчей завершились в ничью. В четвертьфинале ЦСКА сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и Ростовом, который пройдет сегодня. В другом матче 1/8 финала турнира санкт-петербургский «Зенит» на своем поле отправил 4 безответных мяча в ворота футбольного клуба «Томь». Авторами голов стали Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ирохин и Олег Шатов. Команды сыграли 20-й очный матч. «Зенит» одержал 11-ю победу, на счету «Томи» 3 победы. Еще 6 встреч завершились в ничью. В четвертьфинале Кубка петербургский клуб сойдется с грозненским «Ахматом», который в своем матче разгромил Владивостокский «Луч» со счетом 5-1. Сегодня пройдут заключительные матчи 1/8 финала. Оренбург примет «Химки», «Спартак» сыграет с Ростовом и «Торпедо» встретится с «Балтикой». Правительство России выделит Минспорту субсидии в размере 400 миллионов рублей на обеспечение программы наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС. Деньги будут отправлены на функционирование детских футбольных центров, включая обучение тренеров, создание необходимой материальной базы. Отмечается, что принятие проекта не потребует выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета. Напомню, что чемпионат мира по футболу в России 2018 проходил в 11 российских городах на 12 стадионах. Международная федерация футбола признала турнир лучшим в истории. Победителем мирового первенства стала сборная Франции. Команда России впервые в своей истории вышла в плей-офф и сумела дойти до четвертьфинала. Якутяне завоевали 8 медалей на открытом турнире по вольной борьбе среди юношей с 2005 по 2008 годы рождения, посвященном памяти Кенеса Каримова. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования прошли в Казахстане. Участие в традиционном турнире приняло более 400 спортсменов. Якутию представили воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы номер 3 города Якутска, а также юноши из Усть-Алданской школы борьбы. По итогам состязаний обладателями наград высшего достоинства стали Нюргун Чоросов, Айхал Харбаев, Антон Евсеев, Даниил Прокопьев и Артур Макаров. Бронзовые медали завоевали Илья Новгородов, Джилусхан Сивцев и Василий Уйгуров. Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Андре Шюрле заявил, что задумывается о продолжении карьеры в конце каждого сезона. Напомню, 28-летний немец летом перешел из дортмундской Боруссии в московский клуб на правах аренды до 30 июня 2020 года. В составе красно-белых Шюрле провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. «Я действительно хочу принимать решение о продолжении карьеры в конце каждого сезона. Нужно решать, хочу ли я продолжать играть в футбол, осталась ли у меня мотивация, готов ли мой организм к таким нагрузкам. Я не знаю, может, поиграю еще год, может, 2», сказал немец. Российский форвард Вашингтона Александр Овечкин вышел на 12-е место по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Накануне 34-летний капитан столичного клуба отметился дублем в матче с Торонто, после чего на его счету стало 669 голов в регулярках НХЛ. По этому показателю он обошел обладателя Кубка Стэнли 2002 года канадца Люка Робитайла. На 11-й строке списка находится финн Теему Цилляни, в активе которого 684 шайбы. В текущем сезоне Овечкин записал в свой актив 11 результативных бросков и 7 ассистов. Его Вашингтон лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 14 встречах. Воспитанники якутского футбола Артем Соколов, ныне играющий за московское Чертаново, и Никита Фурин из Краснодара попали в символическую сборную юношеской футбольной лиги России по итогам первого круга. В текущем сезоне Соколов провел 10 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Его Чертаново возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков в 11 встречах. Никита Фурин сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его Краснодар занимает 3-е место, имея в активе 21 балл после 11 игр. Напомню, Соколов и Фурин являются воспитанниками якутской команды «Пульс», в составе которой оба становились победителями республиканских и всероссийских турниров. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках.